Эту игру сложно сравнить с чем-либо. Кокбуру, или как ее называют козлодрание, не что иное, как поединок всадников. Суть игры понятна только кочевому народу. С рассвета в конюшне людно. Сегодня важный день. В поселке Хутор, что в 40 километрах от Бишкека, пройдут конные состязания. Это Аксоор, молодняк. Ему всего 4 года. На следующий сезон он уже будет готов к состязаниям. Прежде чем кони выйдут на поле биться в жесточайшей схватке, их тщательно экипируют. В давке часто травмируются копыта. Чтобы минимизировать ранения, венчик копыта оборачивают резиной. Обычно лошадь выступает в играх 5 или 6 лет. Потом их отправляют на отдых. Обычно их оставляют для разведения племени. Кокбуру в переводе на русский означает «серый волк». Игра возникла в глубине веков, в степях, когда пастухи боролись с волками, чтобы защитить свое стадо. Позже, уже как развлечение, волка заменили на тушу козла. В отличие от Кокбуру, тут нет команды. Каждый играет за себя. Нужно подобрать тушу и доскакать до определенного места. Смысл Кокбуру заключается в том, чтобы, мчась на лошади, поднять с земли или отобрать у соперника тушу козла весом до 40 килограмм. Но в сегодняшней игре на растерзании туша молодого теленка. Обычно телят тянут южане. Это делается, чтобы усложнить задачу. Ведь вес может достигать до 80 килограммов. Такая игра требует ловкости и силы настоящего джигита. Битва может длиться целый день. Мне 60 лет, но я до сих пор на коне. Такая игра закаляет характер и здоровье. Так выглядит туша после двухчасового состязания. Теленка сначала режут, вынимают органы, затем зашивают брюхо, а тушу без головы и копыт бросают в игру. В конце соревнования ее забирает победитель. Говорят, мясо, ставшее отбивной, обретает отменный вкус. Бывают случаи, когда тушу выставляют даже на аукцион. На прошлой неделе выиграл вот этого верблюда. Это уже 6-й верблюд. Даст Бог, сегодня тоже что-нибудь выиграю. Сейдалы носит гордое звание чемпиона. За 20 лет его лошади одержали более сотни побед. За 20 лет поменял 5 лошадей. За это время выигрывал лошадей, несколько машин. Победа скакуна кроется в его желудке. Кормить лошадь нужно вовремя и сытно. В день одна лошадь должна съедать 10 килограммов пшеницы, выпивать пару ведер воды. Нужно выгуливать и чистить. Лошадь любит чистоту. Непокладистый и смелый характер, присущий кыргызским скакунам, подготавливает их к играм с раннего возраста. Если человек не влюблен в лошадей, научить их чему-либо крайне сложно. Они ведь чувствуют все. Мои прадеды были объездчиками, и, видимо, у нас это заложено в крови. Идея возрождения козлодрания возникла относительно недавно. До развала Союза национальную забаву запрещали. Сегодня в ней участвуют даже депутаты. Мы тут уже лет 10 играем. Соревнования идут по традициям. Это ведь древний вид спорта. Игра закончилась лишь ближе к вечеру. Победители забрали трофеи. Лошади, испытавшие колоссальную нагрузку, отправятся в стойло. Нередко в этом спорте животные получают увечья и погибают. Нога опухла аж вот до сюда, но сейчас стало лучше, лечим его. С ним мы в прошлом сезоне выиграли 10 лошадей и 2 машины. Для меня эта лошадь особенная, и я ее хочу вылечить. Одни считают козлодрание кровавой, другие – зрелищной игрой. Но сторонники традиций об изменениях правил пока думать не хотят. Адилет Бектурсунов, Улан Сыналиев, Азат Нтымаков. В настоящее время Кыргызстан.